Здравствуйте. О событиях к этому часу в информационной программе «Столица». В студии Альберт Шихудинов. Коротко о главном. Жажда крови. По городу Казани обратилось 24 человека, из них 3 детей. Как спастись от укусов клещей? Тонут в канализационных стоках. Живем как будто, извините за выражение, в общественной уборной. Почему на Гвардейской постоянно топит подвал? История длиною в жизнь. Здесь про Вику, про Бабая, про тебя, про меня. Как создать собственное генеалогическое древо? Клещи атакуют. Только за последние 10 дней зафиксированы десятки случаев укусов. Жертвы есть как среди взрослых, так и среди детей. В майские выходные, особо не заботясь о защите, многие семьи выезжали на природу. Как итог, обращения в травмпункт. И это в лучшем случае. Многие пытаются избавиться от насекомых самостоятельно. Чего нельзя делать категорически, если вас укусил клещ, и почему от насекомого нельзя избавляться, расскажет Елена Веселова. Кровососущие активизировались, бьют тревогу в Республиканском Роспотребнадзоре. Специалисты уже обработали от клещей 58 гектаров парков и скверов Казани. С начала весеннего сезона по Татарстану зарегистрировано около 100 покусанных людей. А после выходных их количество изрядно увеличится, говорят специалисты. По городу Казани обратилось 24 человека, из них 3 детей. Клещи являются переносчиками 2 инфекционных заболеваний. Это клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз, которые передаются человеку при укусе клещом. Нет лучшего средства, кроме профилактики. И здесь народное правило «защищен, значит вооружен» идеально работает. Не стоит думать, что клещи опасны только в лесу, ведь живут они в траве и кустарниках. Поэтому на отдыхе следует себя обезопасить. Светлая одежда, рубашка с длинными рукавами. Голову защитить косынкой или кепкой. Но если все-таки клещ присосался, следует обратиться в больницу. Пока поток пострадавших от укусов клещей-вредителей небольшой. К примеру, в этом травмпункте 2-3 пациента в неделю. Но все еще впереди, говорят врачи, и предостерегают. Не пытайтесь удалять клеща самостоятельно. Удаляет его неправильно, отрывает его тельце, и головка остается в коже. Во-первых, эту головку очень трудно бывает удалить. Ее приходится как занозу удалять довольно технически сложно. А во-вторых, такое удаление клеща никакого смысла не имеет. Врачи предупреждают, ни в коем случае не расчесывать место укуса. И не стоит пытаться избавиться от насекомого с помощью растительного масла, крема или спирта. Насекомое задохнется, но успеет впрыснуть в кровь куда больше инфекции. И самая распространенная ошибка – покусанные не приносят клещей на анализ в лабораторию. Поэтому приходится ждать, начнутся ли симптомы. Мы спрашиваем, в каком районе произошел укус. Если это район эндемичный, то прививку делаем обязательно. Если не эндемичный район, то рекомендуем человеку помнить, что его укусил клещ. Если в течение 20 дней произошел как ухудшение состояния, прежде всего это подъем температуры, как резкая простуда или грипп. Нужно обращаться к инфекционисту в поликлинике. Прививка постфактум поможет, но делают ее только тем, кто укус получил в эндемичных районах республики. Такие списки у врачей есть. Результат анализа клеща чрезвычайно важен. На его основании будут проводиться и последующее лечение. Энцефалит – более опасное заболевание. Там и смертность довольно высокая у него, и инвалидизация, конечно, более высокая. Боррелиоз менее опасен. Боррелиоз может привести к инвалидности, но смертность, я насколько помню, у него небольшая. Многие об этом знают, но сами укусов клещей не опасаются. У меня родственник умирает от клеща, от укуса клеща. Я не боюсь, что они говорят, до 50 сантиметров от земли только могут повредить. Мы обычно, когда ездим на природу, всегда берем с собой вот эти вот крема всякие, в аптеках продаются. Все вот этим спасаемся этими. Александр Закиров каждый день гуляет с ребенком в этом парке. И у него свой способ защиты, который, по его словам, еще не подводил. После каждой прогулки осматриваем и себя, и ребенка. Специалисты советуют населению не забывать о мерах профилактики, а при выезде в другие субъекты, особенно в Сибирь или Дальний Восток, пройти вакцинацию. Елена Веселова, Ильдар Аюпов, «Столица». Помогите, тонем в канализационных стоках. С просьбой о помощи к нам в редакцию обратился житель дома номер 40 по улице Гвардейская. Вот уже 5 лет, со слов Степана Кузнецова, подвал их дома не просыхает.
Жировые, фекальные и прочие массы прочно заняли свою нишу в здании. Жильцы дома предполагают, что виновником потопов, скорее всего, является ресторан, который находится на первом этаже дома. Так ли это? В подвал дома спустился я, Айнур Зинатуллин. Так, вот сейчас вы видите, как этот наш подвал затоплен вот, сточными водами. Несколько метров в сухую, а вот дальше без резиновых сапог опасно, зловоние не в счет. Передвигаться по подвалу этого дома можно исключительно как Маугли по лианам, трубам. Есть риск утонуть в жиже с непонятным содержанием. А вот, кстати, та самая труба врезана в общедомовую канализацию. От этой трубы, по словам жильцов, дома по улице Гвардейской все проблемы. Именно она становится причиной систематических потопов, болотистого состояния подвала и неприятного запаха. По словам жильцов, 5 лет назад в их доме провели капитальный ремонт. Именно тогда Степан Захаров обнаружил незаконную врезку канализационной трубы от ресторана, который находится в доме в общедомовой стояк. Восточная кухня, масло, грязная посуда, как только жиры, словно холестериновые бляшки, покрывают и закупоривают трубу, сточно-фекальные массы топят подвал. В подвалах и в подъездах дышать нечем. Воняет. Живем как будто в общественной уборной. Вот сколько мы бились, сколько мы об этом и писали, и Роспотребнадзор, и управляющую компанию, в администрацию Советского района. Нам присылали письма, ответы. Ну, кардинально так вопрос до сих пор ничего никто и не решил. Представители управляющей компании «Гвардейской» по нашей просьбе приехали на место съемки. Подготовленные. С жильцами знакомы. Проблемный дом перешел к ним по наследству от прошлой управляющей компании. По их словам, они уже не раз пытались надавить на руководство ресторана. Максимум, который им удалось достичь, заставить общепит установить жироуловитель. Потопы стали реже, но не прекратились. Периодичность засоров снизилась до раз в год. В настоящий момент мы сейчас вот обследовали, да, получается так, что в праздничные дни, ну, опять появились жировые пробки и идет уже даже разрушение канализации. То есть ее, видать, прочистить не могут, ее просто ломают, чтобы все вот эти вот фекалии, потоки шли в подвал. По словам представителей управляющей компании, ресторан лишь арендатор. Собственником здания является одна из известных казанских компаний. И права, что у жильцов, что у компании, равные. И в таких случаях все вопросы решаются сообща. Например, если на собрании собственников будет решено приостановить деятельность ресторана до устранения причин потопов, управляющая компания обязана будет подчиниться. Мы можем только указать на недостатки, ну и пояснить, как лучше все это делать. А вообще мы не надзорный орган, чтобы кому-то выставлять претензии. По словам представителей управляющей компании, в ближайшие несколько дней вода из канализации будет отправлена на анализ. И если в стоках будет выявлен жир, они обратятся в Роспотребнадзор с просьбой еще раз проверить исправность жироуловителя, либо наложить штраф. Уже не первый. Айнур Зинатуллин, Шавкат Ахманов, столица. Сегодня во всем мире отмечается День семьи. Под словом «семья» мы, как правило, понимаем родителей, детей, бабушек и дедушек. Но мало кто знает историю своей семьи дальше 4-го и 5-го поколения. А вот солист татарской филармонии Владимир Васильев потратил 20 лет, чтобы изучить свое генеалогическое древо. И дошел до начала 18 века. Останавливаться не собирается. Историю семьи Васильевых узнала и Полина Кострицкая. Какие оценки принес сегодня? 4. 4? Ну ты у меня молодец. Гастроли, выступления, спектакли, но семья для него главное, признается Владимир Васильев. Старший сын Саша в 6 классе, младший Коля – первоклассник. Детей воспитывают профессионально. Елена Васильева 15 лет работает педагогом в детском саду. Семья музыкальная. Семья – это, наверное, самое главное для женщин должно быть на первом месте, и только потом работа, карьера и все остальное. Самое главное – быть счастливым в семье. Тем более, что семья у Васильевых не просто большая – 5000 родственников. Именно столько удалось найти Владимиру Васильеву. Свое генеалогическое древо он изучил до 11-го колена с начала 18 века. Итогом 20-летнего труда стала книга «Моя семья». Здесь про Абийку, про Бабая, про тебя, про меня. Предки Владимира Васильева жили в Заинском районе республики. Все были тружениками из простых крестьян, имели свое хозяйство. А 2 его деда погибли на Великой Отечественной войне. Один из смыслов моей жизни – оставить после себя своим детям и родственникам память о нашем большом роде. Мне очень было интересно эту книгу читать, какие у меня были родственники, какие бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Их интересные истории, которые они рассказывали. Я бы хотела тоже добавлять в эту книгу все новое и новое.
Владимир Васильев много работал в архивах, был в гостях у всех своих родственников. За их историями понимание того, что в семье главное. Это любовь, это терпение и понимание того, что нужно ценить и любить своих родных и близких сейчас и такими, какие они есть. А пока старшие изучают семью, используя научный подход, у младших свое объяснение. Я думаю, что семья – это папа, мама, брат и я. Я их очень сильно люблю. Владимир Васильев на трехвековой истории рода останавливаться не собирается. Исследовать корни древа семьи планирует и дальше. Полина Кострицкая, Игорь Романов, столица. Роботы атакуют. В Набережных Челнах прошли соревнования по робототехнике. Челнинцы и гости Автограда представили свои варианты андроидов и других манипуляторов на специальном чемпионате по робототехнике. Как изменились соревнования за несколько лет и что в них нового, расскажет Елизавета Саляхова. Всего за несколько лет простые городские соревнования по робототехнике, где принимало участие не больше 40 человек, выросли до уровня отборочного этапа на республиканский турнир. Сегодня здесь представлены 150 роботов, около 300 участников из 20 муниципальных образований. Когда я был на российских соревнованиях, я понял, что республиканский уровень робототехники ни в чем не хуже и даже в некоторых моментах лучше российского. Тем более, что мы заняли 2-е место. Хотела научиться тоже программировать, конструировать. Само увлечение заняло мою душу, и в конце концов я стала очень ходить, записался, мне понравилось. Условия для участников стали жестче и приближены к требованиям российских соревнований. Да и задания стали куда сложнее. Просто проехаться по линии уже недостаточно. В этих соревнованиях он еще, предположим, по линии идет, он должен захватить банку, ее отвезти куда-то, вернуться за следующей банкой, вернуться обратно. То есть он здесь должен двигаться, он должен совершать ряд манипуляций. А это значительно усложняет саму программу и алгоритм действия. Задания усложняются, но участников меньше не становится. Ведь это так интересно – оживлять мертвый металл. Дети не сидят на месте и постоянно что-нибудь придумывают. Ученый знает, что нельзя, но пробует. А ребенок не знает, что нельзя, поэтому у него вообще никаких границ нет. Развитие робототехники как раз очень мощно позволяет детям вот эту пробу свою, и первую профессиональную, и первую авторскую пробу реализовать. Спустя больше 3 десятилетий после выхода фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор» человечество каких только роботов не придумало. Роботы-помощники, роботы-уборщики. В производстве применяется огромное количество роботизированных станков. Есть и вовсе роботы-домашние животные. И, возможно, один из будущих роботов сегодняшних мальчишек и девчонок когда-нибудь скажет: I'll be back. Елизавета Саляхова, Константин Величко, столица. Мы здоровы, присоединяйтесь. В Центре парка культуры и отдыха имени Горького прошла спортивная акция. Она посвящена году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и дню рождения Казанского медуниверситета. В этом году учреждению исполнился 201 год. В программе большая зарядка, перетягивание каната, а также сдача норм ГТО и товарищеские матчи по футболу. Движение «Мы здоровы, присоединяйтесь» существует на базе университета 15 лет. Если раньше день рождения вуза отмечали шествием по улицам города, то в этом году спортивной акцией. К большой зарядке присоединились более 2500 человек. Это студенты Казани, именитые спортсмены республики, а также чиновники. Будьте более активными, потому что здоровое сердце будет только тогда, когда вы будете заниматься физической культурой и спортом. Современному человеку достаточно в день 40 минут физической активности, можно просто пройтись пешком, и этого будет достаточно. Мы призываем всех жителей города Казани, чтобы они были здоровы и брали с нас пример. Сделали зарядку. Кстати, сегодня в России стартовала единая декада ГТО. До 25 мая школьники Татарстана в возрасте от 11 до 15 лет будут выполнять нормативы. По итогам экзамена на готовность к труду и обороне детям вручат золотые, серебряные и бронзовые значки. Напомним, указом президента России Владимира Путина советский комплекс ГТО возродился с 1 сентября 2014 года. В 12 регионах Российской Федерации приступили к выполнению норм ГТО люди разных возрастов. Кроме этого, в конце апреля начал свою работу сайт ГТО по адресу www.gto.ru. На портале можно найти всю информацию о дисциплине и создать личный кабинет. На этом все. В студии был Альберт Шейхудинов. Хорошего дня.